Сидели мы, а мы это я и моя сестра Лиза, как-то в доме у родителей, и разговор пошел о жизни и смерти. Тогда, наверное, мне было лет так 9, а ей, наверное, лет 18, и она тогда проронила фразу, что лучше умереть молодой и красивой, ибо люди таким образом запомнят ее молодой и красивой. На ее слова я тогда возразила и сказала: ну вот еще, пусть меня запоминают дряхлую старушку с глубокими морщинками, как картофельная борозда». И она тогда на мои слова ответила, мол, ну вот ты и живи так долго, и за себя, и за меня. На что я снова возразила и сказала, что моя жизнь – это моя жизнь, а свою жизнь она должна проживать сама. И, как говорят, мысли материализуются, и получилось действительно так, что она умерла в свои 42, молодой и красивой. Как вы уже поняли, сегодня я в своем видео вспоминаю свою старшую сестру Лизу, Елизавету Геннадьевну Попову-Сайранову. Сегодня ей бы исполнилось 65 лет, но, увы, ее нет уже свыше 22 лет. Всем здравствуйте, с вами Эльвира из Америки. Чалалан пора салам, тендандене Эльвира Америкагыч. Родилась Лиза в семье наших родителей, отца Геннадия Петровича Попова и мамы Пелагеи Васильевны Поповой, уже 6-м ребенком. Наши родители были учителями начальных классов, и папа тогда был директором Лежвершинской начальной школы Куженерского района Марийской АССР. А мама также работала вместе с отцом в этой школе. Конечно, все были рады ее рождению, что наконец-то в семье появилась долгожданная девочка. Мне родители рассказывали, что она росла очень шустрая, потому что уже в 4-летнем возрасте каталась наравне со взрослыми на лыжах с гор нашей деревни Лежвершина. Росла Лиза умной, очень сообразительной и смышленой. Когда я родилась, ей уже тогда было больше 9 лет, и как мне она сама рассказывала впоследствии, что когда мама уехала рожать меня в Куженер в больницу, дома оставались другие дети, то есть старшие в то время были она, Лиза, братья Сергей, Вася и Вячеслав. Анатолий тогда был уже студентом Политехнического института имени Горького в Ешкрале. И когда мама родила меня из больницы, позвонили Виталию Арефьевичу Хлебникову домой. Тогда на всю деревню телефон был только у них. Чтобы сообщить о моем рождении, и попросили передать эту новость тете Евдокии и Александре. И чтобы тети передали эту новость о моем рождении уже папе и всем домашним. Ну вот, но не знаю почему, когда пришла тетя Евдокия, конспиролог, она сказала папе, типа: «Полина на Куженерском базаре платок купила». «Полиет Куженер базар что, шовычем налан». Таким образом, тетя Евдокия намекала отцу, что, мол, девочка родилась. И тут, как рассказывает отец, Лиза подпрыгнула и сказала брату Сергею: «Сергей, у нас сестренка родилась». Тут, конечно, тете Евдокии уже не было смысла скрывать, и она, рассмеявшись, поздравила с рождением сестренки Эльвиры, то есть меня. Конечно, то, что мы обе были девочками, это, безусловно, сближало нас. Я ее очень любила и люблю, и она была для меня авторитетом. Я, наверное, иногда слушалась ее больше, чем маму, и у нас было время вместе, когда мы обе росли и жили дома, то есть до ее окончания Юлидурской средней школы. Со старшим братом Сергеем они были погодками, потому связь между ними была крепкая. Тем более, несмотря на то, что она была младше брата Сергея, она помогала ему с домашними заданиями.
Да и впоследствии Сергей и Лиза дружили намного теснее, ежели брат Сергей со мной. Пословица «муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую», наверное, про нашего Сергея. Так вот, когда я родилась, Лиза, училась уже в 3 классе и очень часто помогала маме по уходу за мной. Кстати говоря, между Лизой, 6-м ребенком, и мной, уже 8-м, нами 7-м был брат, мальчик Иван, но который родился и уже через 10 часов после рождения умер от кровоизлияния в мозг. И получилось, что до моего 7-летнего возраста Лиза была дома, то есть сначала она училась в Лежершинской начальной школе, потом она училась в Юлидурской средней школе. А с ее слов я помню, что училась она хорошо, и школа ей очень нравилась. Закончив Юлидурскую среднюю школу, Лиза поехала поступать в город в пединститут, но не поступив, и чтобы не терять время, она поступила в культпросветучилище. Сейчас мне хочется вернуться в далекие 80-е годы 20 века. Вспоминается своя молодость, вспоминается детский ум, но уже в то время мы могли учиться в одном из прекрасных заведений учебных музыкального профиля культпросветучилище. Сейчас он называется колледж культуры и искусств имени Паллантая. Встретились с прекрасным человеком, про которого сегодня вспоминаем, Елизавета Попова, с которой мы играли в одном оркестре, с которым мы творили интересные проекты, участвовали в конкурсах, праздничных концертах и ярких торжествах. Вспоминаю ее как яркого, талантливого, очень честного, очень гуманного человека. Человека с большой буквы. Глядя на ее глаза, ты хочешь жить. Смотришь на ее улыбку, хочется петь. А посмотришь на ее энергетику, хочется творить что-то непонятное, необъятное. И очень жаль, что такие люди очень рано уходят в другой мир. Всегда помним, всегда вспоминаем и будем верить в то, что в наших сердцах и наших детей останется память об этом прекрасном человеке. Кстати говоря, когда же я сумела поступить в музыкальное училище без образования музыкальной школы, и мой преподаватель в начале моей учебы в музыкальном училище хотел меня перевести в культпросветучилище, мол, там мне будет учиться легче, и тогда сестра Лиза дала мне очень дельный совет – чтобы я этого не делала ни в коем случае. Она мне сказала, что в музыкальном училище я научусь намного большему, ежели она когда-то в культпросветучилище. И закончив культпросветучилище, Лиза, по распределению приезжает на работу в Юлидурский сельский дом культуры нашего Куженерского района Марийской АССР. А здесь она встречает девушку Нину, с которой впоследствии они продолжат свою дружбу. Так вспоминает Нина о сестре Лизе. После окончания МАРГУ в 1979 году я была направлена на работу в Куженерский район, село Юлидур. Здесь я познакомилась с Лизой. Она работала в клубе, мы с ней подружились, были на одной волне, она переехала ко мне жить в общежитие. Жили душа в душу, даже ни разу не спорили, все как-то у нас получалось хорошо. Пригласила Лиза меня в гости к родителям, родители очень понравились, очень приветливые люди. Лиза была очень красивая, я помню ее лицо до сих пор, особенно глаза. Потом она уехала. Последний раз встретились в общежитии педагогического института, где она жила, поступив учиться уже в институт. Тогда она не была замужем, а я уехала жить к себе домой, и наша связь прервалась. Тогда не было смартфонов, и смотрю сегодня я на ее подарки, вспоминаю нашу молодость, нашу дружбу. Сожалею, что она так рано ушла из жизни,
оставила добрые воспоминания о себе. Я молюсь каждый день за ее упокой. Там сверху, надеюсь, она видит, что я ее помню, не забыла. Светлая память. Спасибо тебе, Нина. Кугутау. Проработав некоторое время в этом клубе и поняв, что эта работа не для нее, она уходит с этой работы и готовится на поступление снова в Марпед-институт, на факультет начального образования. Вторая ее попытка была успешнее. Учась 4 года очно на факультете начальных классов в Марийском педагогическом институте, она приобрела очень много друзей. Вот некоторые воспоминания от ее однокурсниц и друзей по учебе в институте. Так вспоминает однокурсница Надя. С Лизой я познакомилась в 1981 году, когда поступила в Марийский государственный педагогический институт. Мы учились в одной группе и жили в соседних комнатах в общежитии. На эту девушку нельзя было не обратить внимание. Легкая в общении, жизнерадостная, оптимистка, она быстро находила общий язык с любым собеседником. При всей кажущейся открытости в душу к себе она никого не пускала. На лице улыбка, на языке шутка, а что там внутри? Не помню, чтобы она жаловалась на жизнь, это как в песне «У природы нет плохой погоды». Так и в жизни Лизы, казалось, не было негативных событий, только позитивные. Любые жизненные невзгоды она принимала с оптимизмом. Вот за этот оптимизм, легкость в общении, юмор мы и любили нашу Лизу. Воспоминания от другой однокурсницы Нади. Лиза была старше нас, но мы не верили, что ей столько лет. Неиссякаемый источник энергии, генератор новых идей, очень трудолюбивый, настойчивый человек. Всегда шла к намеченной цели. А так вспоминает девушка Ирина, с кем Лиза общалась, учась в Марпед-институте. Близкой подругой с Лизой я не была, но общались. Светлый человек была, любила жизнь, свою семью, тебя, красавица, умница, кокетка, в меру с гонором. Мне приходилось бывать у них дома, всегда порядок, чистота, уютно, еда на плите. Она за этим следила, аккуратистка. Когда узнала, что Лизы не стало, очень переживала. Долго не могла смириться, не верилась. Светлая память. Закончив факультет начальных классов в Марийском педагогическом институте, Лиза начинает свою трудовую деятельность в 20-й школе города Йошкар-Олы. Лиза любила шутить, и она заставляла людей думать. Так, например, работая в 20-й школе, она всегда была приветлива с техслужащей тетей Нюрой, из которой иногда проводила время за чаепитием. Однажды тетя Нюра спросила Лизу, это было в 90-х годах, она, тетя Нюра, спросила, а правда, что бывший директор обувной фабрики и ныне депутат Государственной Думы Анатолий Геннадьевич Попов твой брат? На что Лиза ответила, нет, он брат моей сестры, то есть меня. На что тетя Нюра ответила, поняла. Потом уже, наверное, через час или два тетя Нюра вернулась к сестре в класс и немножко недовольная сказала, что ты говоришь, брат твоей сестры, это и твой брат. И Лиза, улыбнувшись, сказала, слава Богу, тетя Нюра, ты это поняла через 2 часа, что брат моей сестры и мой брат. Хочу сказать, что таких моментов у нас в жизни было достаточно. Разговаривая с ней, всегда нужно было держать ухо востро. И еще пример. Когда наша семья собралась, и тогда моей старшей дочери было 3 годика, моя старшая дочь
Закончив кушать, спросила меня, что теперь делать с тарелкой. И тогда Лиза, которая приходилась для моей дочери тетей, сказала в шутку, чтобы она пошла на кухню и выбросила тарелку в мусорное ведро. Конечно, это было сказано в шутку, но этой шуткой она, Лиза, как бы проверяла, насколько моя старшая дочь была способна самостоятельно думать. Тогда я хотела вмешаться, но меня остановила мама, сказав, что пусть ребенок учится самостоятельно думать, что и как делать. Тогда моя дочь успешно выдержала экзамен на способность думать и принимать самостоятельные решения. Она не выкинула тарелку в мусорное ведро, а, вернувшись обратно, с негодованием ответила тете Лизе: «Зачем выкидывать, когда можно помыть и снова использовать?» Я, как мама, была рада такому ответу моей маленькой дочки. И в памяти очень глубоко живет воспоминание, как помню, родители уехали на учительскую конференцию, и, по-моему, тогда она, Лиза, все еще училась в Юлидурской школе. Вечером я захотела покушать, и она мне, почистив одну картофелину, порезала дольками и, как блинчики, с обоих сторон на собственном коровьем масле очень вкусно пожарила. Что, съев эту картошку, я и еще ее несколько раз спрашивала пожарить мне картошку. Потом, когда я была уже в подростковом возрасте, она привозила мне книги, по которым я разбиралась об отношениях между мальчиками и девочками, девушкой и парнем, женщиной и мужчиной. Лиза научила меня вязать. Она была почти на 10 лет старше меня, и эта разница в возрасте чувствовалась до определенного времени, пока, наверное, я не вышла замуж и не стала мамой. Вот тогда я и она, мы стали намного ближе, ибо интересы и заботы наши были одинаковые. Это работа, семья, муж, отношения, дети, но это продолжалось, к сожалению, недолго, всего каких-то 10 лет. Очень часто она мне говорила, что хотя я и моложе ее на 10 лет, но в некоторых вопросах жизни ей бы хотелось быть как я. По сравнению с ней я была замужем несколько раз. Когда мне не нравилась моя семейная жизнь, мои отношения, и я была несчастлива в моей семейной жизни, я легко расставалась со своими мужьями. У нее этого не было. Она, а это мое личное мнение, излишне любила своего мужа и дочь. Любила так, что она себя ставила на последнее место, и ей очень не хватало любви и заботы. А так делать нельзя. Нужно себя уважать, любить и ценить. Лиза поддерживала меня всячески. Помню, когда я выступала на конкурсах, она звонила и интересовалась, как все прошло. А когда я уже стала жить и выступать в Виш-Короле, она приходила на концерты, где я выступала, и дарила она мне цветы. И ее подаренные цветы жили аж до 2, а иногда и даже до 3 недель. Ее нет уже свыше 22 лет, и свыше 22 лет я живу в Америке, но время и расстояние ничего не изменило. Я все помню, как вчера. Она была очень хорошей сестрой, доброй, делилась со мной, дарила мне и моим девочкам подарки на дни рождения. У меня же тогда не всегда это получалось из-за отсутствия денег. Я всегда думала, что будет время получше, и я ей подарю что-то очень красивое, что будет ей по душе. Но сегодня у меня есть эта возможность, но нет сестры. Потеря сестры Лизы и папы научила меня к тому, что жизнь так коротка, так быстротечна. Поэтому, когда была возможность, я постоянно приезжала к маме и тогда еще живущим братьям Вячеславу и Анатолию. Она, Лиза, так же, как и ушедшие родители и ушедшие братья Анатолий, Вячеслав, Алексей, Иван, все в моем сердце, все в моей памяти. И боль утраты, она живет до сих пор.
Любой, кто терял родных и близких, понимает меня, но жить в постоянном состоянии горя нельзя, ибо жизнь, подаренная Богом, она одна единственная. И несмотря на все сложности, нужно стараться быть счастливой, чтобы, прожив долгую счастливую жизнь, остаться в памяти людей уже очень старой, дряхлой, глубокими морщинками, как картофельная борозда, старушкой. Каждый человек, уходя, оставляет свой след. Оставила и Лиза за собой след доброты, человека, любившего шутить, чистоплотной и аккуратной, любящей и верной к себе и к другим, честной и порядочной, любившей свою работу, своих друзей, а главное – семью. Всем всего доброго. С вами была Эльвира из Америки. Чилалан Сайвнталанем. Тендандене Эльвира, Америка Гичлен. Искренне благодарю всех, кто нашел время написать воспоминания о Лизе. Здоровья, счастья и долголетия. Благодарю и тех, кому Лиза относилась глубоко, с любовью и душой. А они, к сожалению, не нашли время написать даже 2 слова. Жизнь показала ху из ху, и Всевышний велик, и Он всегда рассудит так, как нужно.